Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. В регионе официально закрывают так называемые ковид-фри зоны. Подписан соответствующий указ. Растет число заражений коронавирусом в Якутии. Дым в Якутске сохранится в течение следующей недели. Какие факторы формируют задымленность и как защитить себя от влияния смога на здоровье? Участники веломарафона «Профалмаз Спортивный» в Мирном получили денежные сертификаты и подарки. Сколько человек прошли всю дистанцию? Эксперты прогнозируют достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу к Новому году. Врачи считают, что формирование коллективного иммунитета затягивается из-за отказа граждан от вакцинации. Между тем, массовый иммунитет к инфекции россияне могут достичь раньше, чем показывают прогнозы, опирающиеся на официальную статистику о заболевших и вакцинированных. В большинстве комментариев и прогнозов не учитывается иммунитет, который создают люди, переболевшие в легкой форме. Их примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных, говорят эксперты. Затягивают процесс и мутации ковид, отмечают врачи. Однако прогнозы врачей и экспертов едины. Коллективный иммунитет в России сформируется к Новому году. Тем временем в Якутии подписан указ, согласно которому предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. То есть в регионе закрываются так называемые ковид-фри зоны. По данным Управления Роспотребнадзора, ежедневно отмечается прирост новых случаев заболевания. Темп прироста за последние 7 дней составляет, по сравнению с предыдущей неделей, 23%. Более половины заражений приходится на Якутск. Также рост заболеваемости отмечается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном и других районах. Таким образом, на время действия указа предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. 17 миллионов рублей дополнительно направят в районы республики на кормозаготовку. По сообщению главы Минсельхоза Якутии Александра Атласова, деньги выделят за счет внутренней госпрограммы, направленной на развитие сельского хозяйства. Он отметил, что средства должны быть доведены до районов до середины августа. С ходом кормозаготовительной кампании в заречной группе районов посредством видеоконференц-связи сегодня ознакомился лично глава региона Айсан Николаев. Сейчас должны в ускоренном виде вот этот проект должны согласовать, и эти деньги по нашему плану где-то до 10 августа должны довести, после выхода постановления довести до районов. Это первая мера господдержки. Теперь, второе, это у нас, конечно, мы ежегодно тоже за счет правительства и Минсельхоза мы тоже оказываем поддержку по перевозке кормов. Тампонский район планирует закупить 1000 тонн сена из Амурской области. Об этом нашему каналу сообщил руководитель управления сельского хозяйства Дмитрий Ефимов. Также из Магаданской области намерены приобрести 250 тонн, из Усть-Майского района 100 тонн. Он отметил, что по предварительным расчетам от общего плана кормозаготовки Тампонский район выполнит только 40%. В районе организовали 6 мобильных бригад по заготовке кормов. Мобильные бригады для сенокоса организовали и в Алекминском районе. Об этом нашему каналу рассказал начальник районного управления сельского хозяйства Федор Чердонов. В этом году должны заготовить 16 800 тонн сена, 1600 тонн силоса и 1360 тонн сенажа. Ожидается, что план кормозаготовки выполнят на 64%. Это связано с засухой и нашествием саранчи. Значительный недобор прогнозируют в Улахан-Мунку, Абагинском, Первом и Втором Нюриктяйском, Алекминском и Кылакском наслегах. 7 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии. При этом продолжают тушить 50 природных возгораний, сообщает региональный оперативный штаб. На особом контроле обстановка в селе Сите Кобейского и селе Крыкы Верхневилюйского района.
Борьбу с огнем ведут более 2200 человек и 270 технических средств. 2 вертолета Ми-8 МЧС работали в Хангаласском и Кобяйском районах. Сменился ветер, Якутский Мирный затянуло дымом. С сегодняшнего утра затягивается с пожаров Намского и Горного района. Поэтому я призываю, пользуясь случаем, населения воздержаться от выхода на улицу, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и медицины. По прогнозу Гидрометцентра, дым в Якутске сохранится в течение следующей недели. Какие факторы формируют задымленность и как защитить себя от влияния смога на здоровье, расскажем далее. И снова смог от лесных пожаров накрыл часть Якутии. Если с прошлой субботы территория столицы, центральных и заречных районов находилась под влиянием северо-восточной воздушной массы, а значит чистый и свежий воздух поступал сюда прямо из Арктики, то, увы, форма циркуляции воздушных масс снова изменилась. Попали опять под влияние западной воздушной массы. Ветер у Земли поменялся с северо-восточного на северо-западный. И поэтому как раз из районов, где очень задымлено, где много пожаров, это Вилюйская группа, Горный район. В первую очередь дым бьет по легким пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания. У наших пациентов, у которых изначально имеется своя респираторная недостаточность, ввиду высокого содержания вредных веществ в воздухе, низкого содержания кислорода, было ухудшение самочувствия, нарастает одышка, появляется кашель, появляется утомляемость, пациенты становятся очень беспокойные, тревожные. Впрочем, и здоровым людям в условиях задымленности нужно беречь себя и по возможности не выходить на улицу, а также соблюдать элементарные рекомендации врачей. Во время высокой задымленности вообще надо себя защитить, то есть надевать специальные защитные респираторные маски с хорошими фильтрами или хотя бы носить влажные маски, стараться не выходить из помещения, снизить физическую нагрузку. С попеременным успехом смог будет продолжать накрывать столицу и центрально-заречную группу районов еще почти неделю. И только к пятнице, к 6 августа, эти территории снова попадут под влияние северо-восточной воздушной массы. А значит, есть надежда, что они принесут с собой свежий воздух и ясное небо. Анна Васильева, Светлана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. К другим темам. Подготовка к новому отопительному сезону в Аймяконском районе продолжается. В котельных райцентра побывала Светлана Поцелуева. Подготовка объектов теплоснабжения Аймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графика, как по инвестиционной, так и по ремонтной программе. В этом году значительный упор сделан на реконструкцию котельных. Замена второго котла. Уже практически завершаются работы. По версии нагрева все смонтированы. Конвективный блок на стадии завершения. Ну и помимо всего прочего, все вспомогательное оборудование, соответственно, тоже будет заменено. По остальным котлам в ходе ремонтной программы до конца августа будут заменяться конвективные блоки. Большой объем работ выполняется в сельском кусте. По Тирюте мы полностью поменяли котел еще в мае месяце. Значит, в Сарданохе идет ревизия оборудования, заменен дымосос. По Ючугею полностью будут заменены 2 котла до конца августа и замена циклона. Приобъектовые котельные берег Юрде, участок Аймякон, установлены новые котлы «Тундра». То есть мы котлы старые демонтировали, поменяли оборудование вместе с насосным оборудованием. Для проведения плановых работ по ремонту тепловых сетей еще зимником было завезено все необходимое. И сегодня эти работы выполнены уже более чем на 70%. Наиболее крупные работы на тепловых сетях у нас сосредоточены на коллекторе номер 1 и 2 ТЭСовской котельной. То есть мы меняем 530-е трубы, 426-е на новые. То есть работа трудоемкая, но на сегодняшний день практически полностью завершена. Не предвидится проблем в этом году и с завозом топлива. Как нам пояснил главный инженер теплоснабжающей организации, сельский куст обеспечен полностью до следующего года, то есть речь идет о всех селах без исключения. По Устнере завоз топлива у нас круглогодичный, поэтому мы имеем неснижаемый запас двухмесячный.
Короткое северное лето скоро закончится, и результаты подготовки к отопительному сезону будет оценивать уже суровая аймеконская зима. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймеконский район. Участники веломарафона «Профалмаз спортивный» в Мирном получили сертификаты на 1000 рублей и подарки. Желающих пройти дистанцию на велосипедах было 38 человек, и каждый справился с заданием. Несмотря на дым, все велосипедисты прошли нужный маршрут, а пролегал он через 8 точек. Городской парк, Трубка Мир и другие известные места в алмазной столице, связанные с алмазодобывающей промышленностью. Условия конкурса простые: приехать на точку, сделать селфи с велосипедом на фоне баннера акции и опубликовать фото в Инстаграм. Для некоторых участников веломарафон стал настоящим испытанием. Я начинающий велосипедист, поэтому для меня было сложновато. Первый раз я прошла на 8 точек, то есть за раз. Потом уже 2 дальние. Я довольна результатом. Вообще для меня это победа над сомнениями. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.